В 2020 году выявлено 308 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Количество выявляемых тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 10,5% и составило 126 преступлений. Такие неутешительные показатели привел начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Марат Геграев. Реализуемых мер по мониторингу наркоситуации в республике по оценке Махмуда Али Калиматова явно недостаточно. По его словам, несмотря на увеличение числа раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, регистрируется снижение выявляемости сбытчиков наркотических веществ и наркопритонов. Мы взялись за эту ситуацию. Вы знаете, что и статистика, и реальная жизнь нам показывает, что если мы сегодня не возьмемся за эту проблему сбыта, употребления, то мы будем терять молодых людей. А это преступление самое тяжкое, потому что корысть в последующем убийство этого человека или круг лиц. Нам надо относиться к ним ответственностью. Значит, эти люди должны быть арестованы. Кроме того, Минздрав, значит, всю информацию вы должны докладывать, значит, в Федеральную службу МВД, где бывает давление на врачей, давление. Значит, дайте справку, что он не на наркотическом состоянии, дайте справку, значит, что он там за рулем был таким-сяким. Дальше уже все, красная черта. Нам дальше уже нельзя терпеть вот это преступление. Государство должно защитить человека. Одних, а других, значит, наказать. В 2020 году пресечена деятельность организованной преступной группы, в рамках которой раскрыто 5 преступлений в отношении 3 лиц. Кроме того, правоохранительными органами республики из незаконного оборота изъято более 41 килограмма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их аналогов. Данный показатель вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В связи с этим Махмуд Али Калиматов отметил, что для достижения положительных результатов в борьбе с наркоманией необходимо иметь рабочие планы мероприятий, которые должны включать в себя конкретные меры достижения показателей на уровне муниципалитетов. Напомнил руководитель субъекта и о том, что остается ряд замечаний относительно деятельности антинаркотических комиссий муниципальных районов и городских округов. Неотвратимость наказания-то в чем? Что мы этих негодяев осудили, и столько-то лишение свободы 5 лет, 3 года, и они отбывают наказание. Результат-то в чем? Направили, налажено взаимодействие. Реальность. Мы же осознаем, что беда у нас уже, она же не на пороге, она уже все, дверь выломала и стоит у нас во дворе уже. Скоро в дом зайдет к нам. Напрямую. Я ведь не зря встречаюсь тоже с общественностью, высказываю это. И спасибо сейчас общественной организации, и вы, и органы начали обращать на это внимание. Мы понимаем, с чем мы столкнулись, но мы должны понимать причины, следствия и что нам делать с этим. Мне нужен, и всем членам комиссии антинаркотической, нужно что нам? Нам нужен результат, реальный. Реальный. Что мы делаем? Если у нас административка, значит, тогда вы должны сказать, если повторное, да? Или мы по 10 административных составляем на одного негодяя, а он все гуляет. А я хочу это в докладе видеть. И что вы приняли к нему меры. В завершении заседания глава региона нацелил участников заседания на активизацию профилактической работы и призвал к совершенствованию форм взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркомании. Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24. В Ингушетии развернута масштабная кампания по борьбе с наркоманией. Лишним поводом стало задержание в Икажеве уроженки Узбекистана. Она попалась с товаром на руках. Полицейские вышли на след преступницы по наводке местного жителя. Кадры с задержания в репортаже нашего корреспондента. Какое лекарство? От чего? Не надо снимать. Нет, надо снимать.
Ее поймали с поличным на месте преступления. Уроженка Узбекистана делала закладки запрещенных веществ в Икажеве. По ее словам, она приехала в республику на заработки. Вот только заработок не совсем легальный. С собой у женщины была партия героина. Ее странное поведение первым заметил молодой человек, который решил проследить за ней. Застигнутая на месте преступления жительница Средней Азии пыталась сделать вид, что не понимает, о чем идет речь. Но это ей не помогло. Что это и для чего? Не знаю. Ты сейчас идешь обратно. И все, что ты разложила, ты собираешь. Елец. О закладке наркотиков сообщили сотрудникам регионального МВД. Женщину задержали. При личном досмотре у нее обнаружен и изъят героин массой около 40 граммов. По этому факту возбуждено уголовное дело. Предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства указанной гражданки было изъято также порошкообразное вещество, идентичное, электронные весы и изолента, при помощи которой она упаковывала указанное наркотическое средство. Гражданка Узбекистана пояснила, что она делала закладки на территории Республики Ингушетия непосредственно в сельском поселении Икажево. В отношении указанной гражданки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но это не единичный случай. Барык и тех, кто сам балуется психотропными веществами, ловят каждый день. Вот кадры, которые сняли активисты движения «Антилирика». فيها تنغحية Бочи. قفية Лирики чай. قفية Тропи чай. каждый خير تسمع حاول Лирики чай, тропи чай. قاني قرية Кей чая сатеги, вишен гирия. قسقبي يوكش Сон хоша гласуш. Сингер хайта, яхая, болящий. Ленты пабликов буквально пестрят подобными роликами. Они сдают своих подельников и раскладывают всю схему. Лирики, шубулики, тухи, героини, хайтини, сунтимас. Тики, такой была пятерки, молодокш. Сейчас наркосбыт выходит на новый уровень. Так, продавать волшебные капсулы лирического настроения начали открыто в телеграм-каналах, где создают ботов и продвигают смертельный бизнес. О проблеме наркомании высказался накануне и глава Ингушетии на итоговой коллегии Верховного суда Республики. У нас официально там более 1500. Латентность, если мы увидим, более 5000. Конституция есть, законы есть. Должностной регламент, как я говорю, есть. Ну, в больнице садится преступник, наркотики, выпил, 4 трупа, 5 трупов. Он преступник. Ну, родители, они в больницу идут. Правдами, неправдами, угрозами. Недоработка есть правоохранительных органов. Ложное понимание, я говорю, обычаев и традиций. Они перемешиваются. Пхасагвин, сдуашетиха, вавары из больницы, алхарвакаш, дананда, вошва. Понимаете? Вот я о чем говорю. Ложное понимание. Ложное понимание. Он убийца. Для меня он убийца. Да, он наркотик, сел за руль, убил людей, аварию совершил. Поэтому у нас беда с этим. Она затронула медицину у нас. Часть, там тоже есть пособники, есть во всех сферах, они целую систему такую, то есть деньги не пахнут. Второе, считается, что ДТП, вот из них более 57% это как раз наркотическое состояние и алкогольное опьянение, за руль садятся, 57%. Вот, у нас количество пугающее смертности. Я вам скажу, это не больше 35 лет. Сасагвачу. Ну, то есть из 100 человек, например, там нету 36 лет, ни одного. 30, 29, 32, 33, 35. Да, что же. По сравнению с прошлым годом количество наркозависимых в регионе увеличилось на 39 человек, а бары, как правило, прикрывают собственные родственники. Имамы мечетей приняли коллективное решение отлучать их от религиозных общин. Они же давно не стесняются приобщать к ним и подростков. Согласно исследованиям, психотропные вещества в среднем начинают употреблять с 16 лет. Нередки случаи, когда их пробуют уже и 12-летние. Огромные партии сильнодействующих веществ мы начали изымать
в канун Нового года. Там порядка, в общей сложности около 7 миллионов мы перешагнули. Власти решительно взялись за проблему наркомании. Осознав масштабы угрожающей ситуации, в эти дни целые тейпы начали создавать советы по решению и пресечению распространения наркотических средств. В публичных заявлениях они предупреждают наркоторговцев. Неустанно призывают к сознательности и богословы. إبليس بلغض شانز إن إذا دي ساخل الجي سحاق ده خزاء واتجي سجوات بغض حتى إج أدم مشتق دق ده يرجلات بيمر صلى الله عليه وسلم تسوتي برادوج دوش حمن يق داق ملة ساج وش سجع ديالجر نعل تلك بلغ دقات شسحي دوش حديث سجع تحتخنا وي حيخم دبرت تناغلق تخلك برجوش خلج حتى تحمن تا هل خلجلات تجويه تهي بين برجوش خلج فدي ديزوي قش أغاوي قهيجم دوحل صوبك بيزوي تحمنته تغن تحسق يستر تسوالش تيبن إجبالي تيبن نخ يورتر إجبالي يورتر نخ شهر إجبالي شهر نخ عدل نسبة رجاء علم شيء قاعد رجاء بجين سقمي على تسأ بالخاش تسأ إجنخ صوت بيه. Сейчас в республике развернута целая операция по пресечению незаконной деятельности и спасению здоровья подрастающего поколения. Наказывать людей, губящих целую нацию в погоне заработать, будут публично, чтобы республика знала таких горе-героев в лицо. Зелимхан Калоев, Магомед Билакиев, Хас Магомед Майсигов. Новости 24.